Подписывайтесь на наш YouTube канал и ставьте колокольчик и лайки, мы будем рады, что вы подписаны на наш канал. Защитник Пари Сен-Жермен Серхио Рамос предлагал аргентинскому нападающему Лионелю Месси и его семье остановиться у него дома, сообщает ЭС со ссылкой на EL País. Если ты и твоя семья предпочитаете жить в доме, а не в отеле, то можете остановиться в моем, сказал Рамос аргентинцу. Напомним, Рамос выступал за мадридский Реал с 2005 по 2021 год. Месси защищал цвета Барселоны с 2003 по 2021 год. 10 августа Месси заключил с Пари Сен-Жермен контракт, рассчитанный на 2 года. Соглашение аргентинского футболиста с французским клубом включает опцию продления еще на 1 сезон. Новый сезон в чемпионате Франции начался 6 августа. Во втором туре французской лиги первого сезона 2021/2022 Пари Сен-Жермен сыграет со Страсбургом. Встреча состоится 14 августа. Жена Месси, о переходе супруга в ПСЖ, открывается новая глава, полная возможности. Антонелла Року Цицеу, супруга нападающего Лионеля Месси, прокомментировала переход мужа в Пари Сен-Жермен. Прекрасный этап завершен, но открывается новая глава, полная возможностей. Поначалу все перемены тяжелы, но вместе мы продолжим писать нашу историю. Мы любим тебя, Лео. Мы с тобой во всем, написала Року Цицеу на своей странице в Инстаграме. Вчера, 10 августа, Месси заключил с ПСЖ контракт, рассчитанный на 2 года. Соглашение включает опцию продления еще на 1 сезон. 5 августа Барселона объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными. Фонте о трансфере Месси: каждый день пишу Роналду, чтобы он перешел в Лиль. Защитник Лилии сборной Португалии Жозе Фонте прокомментировал переход Лионеля Месси в Пари Сен-Жермен. Это захватывающе. Очевидно, что с точки зрения конкуренции нам будет еще труднее, но мы готовы принять вызов. Я каждый день пишу Криштиану, чтобы тот перешел в Лиль. Он ответил только ха-ха-ха. Представьте себе, если мы будем противостоять Месси, Неймару и Мбаппе. Это невероятная тройка нападающих. Собирается ли ПСЖ защищаться? Я не знаю, цитирует Фонте Марка со ссылкой на Токспорт. Вчера, 10 августа, Месси заключил с ПСЖ контракт, рассчитанный на 2 года. Соглашение включает опцию продления еще на 1 сезон. Сегодня болельщики ПСЖ окружили стадион Парк де Пренс во время пресс-конференции Лионеля Месси. Аргентинец стал 5-м футболистом, которого подписал ПСЖ летом 2021-го. Ранее к команде присоединился экс-защитник мадридского Реала Серхио Рамос, бывший футболист Ливерпуля Джорджиньо Вейналдум, голкипер сборной Италии Джанлуиджи Донарума и экс-защитник Интера Ашраф Хакими. Во время пресс-конференции Месси заявил, что на переход в ПСЖ повлиял его бывший одноклубник по Барселоне Неймар. Бразильский нападающий перешел в парижский клуб летом 2017-го. Фанаты ПСЖ около Парк де Пренс смотрят прямую трансляцию первой пресс-конференции Лионеля Месси в статусе футболиста французского клуба. Фанаты ПСЖ зажгли фойеры возле стадиона парижан во время пресс-конференции Лионеля Месси. Лионель Месси и президент ПСЖ Насер Аль-Хилаифи, окруженные детьми. По словам Месси, он почувствовал себя очень счастливым и получил удовольствие от пребывания в Париже с первых минут. Фанаты ПСЖ зажгли во время пресс-конференции. Он почувствовал себя очень счастливым и получил удовольствие от пребывания в Париже с первых минут. Фанаты ПСЖ зажгли во время пресс-конференции. Он почувствовал себя очень счастливым и получил удовольствие от пребывания в Париже с первых минут. Фанаты ПСЖ зажгли во время пресс-конференции. Он почувствовал себя очень счастливым и получил удовольствие от пребывания в Париже с первых минут. Фанаты ПСЖ. Подписывайтесь на наш YouTube канал и ставьте колокольчик и лайки, мы будем рады, что вы подписаны на наш канал.